Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 9 по 15 марта 2020 года для овнов. Посмотрим прогноз на колоде Таро и на цыганской колоде. Сначала основные события на колоде Таро. Основные энергии недели. Отношения. Работа, финансы, совет. Так, теперь посмотрим дополнительно события на колоде цыганской. Да, никак не слушаются карты, не выравниваются. Так. 3 карты на отношения. Давайте вот так сделаем. 3 карты на отношения. Дополнительные 3 карты на работу дополнительные. 2 карты на финансы. И даже вот 3 у нас выпало. Ну ладно. И начинаем читать. Итак, эта неделя для овнов будет требовать каких-то обходных путей. Скорее всего, вам придется как-то проявлять свою индивидуальность. Есть у вас какие-то сильные стороны. Вот нужно как раз на этой неделе их проявить. Также это у нас карта семерки, то есть она связана с партнерством. Поэтому обязательно учитывать интересы свои во взаимоотношениях с другими людьми, потому что, скорее всего, будет такая ситуация на этой неделе, когда ваши партнеры, люди, с которыми вы общаетесь, с которыми у вас общие дела, будут как-то свои интересы как бы пробивать, да, то есть свои интересы учитывать, а вот ваши стараться как-то обойти. Поэтому нужно не забывать о себе, нужно действовать в своих интересах и, конечно же, проявлять свои какие-то очень важные способности, таланты. Вот семерка мечей, она у нас вот астрологически связана с Луной. Луна в весах это у нас, да, то есть Луна это тайна, Луна то, что делается под покровом ночи, и мы как бы об этом можем даже не догадываться. А весы это как раз у нас договоры, сотрудничество, общение, когда мы лицом к лицу договариваемся, да, то есть вам просто могут в глаза смотреть и обманывать вас. То есть вот эта неделя, она очень такая вот серьезная. Кроме того, если вы будете решать вопросы какие-то связанные с недвижимостью на этой неделе, то вот это замечательная как раз возможность для того, чтобы, может быть, продать, найти покупателя, решить какие-то дела, которые долгое время не решались, допустим, не было возможности, не было покупателя или еще что-то, вот можно продать. Или, допустим, то же самое с покупкой, да, долгое время искали, вот может представиться такая возможность. Но не забывать следить за всем, да, что проверять документы, приглашать специалистов для проверки, читать мелкий шрифт и так далее, и так далее. То есть здесь вот это очень важно. И в отношениях, конечно же, в личных отношениях тоже вот должно быть такое равенство интересов. И чем меньше будет у вас недоговоренностей и тайн, тем лучше. В отношениях отдельно мы смотрим карту, выпадает 6 жезлов. И здесь у овнов очень хорошая возможность для того, чтобы ваш партнер признал ваши заслуги. Скорее всего, что-то произойдет очень важное на этой неделе, когда вот именно вы получите такое уважение со стороны вашего партнера. Ну и вообще, карта говорит о том, что все дела, которые вы будете делать вместе, они все будут приносить пользу. Может быть, у кого-то из партнеров какая-то очень хорошая ситуация в работе, в финансах. Может быть, какая-то поездка ну, как бы увенчалась успехом, да, возвращение. То есть вот эти все моменты могут быть. Для тех, кто в поиске партнера, здесь вот карта говорит о том, что можно встретить подходящего вам человека в каких-то государственных учреждениях. Может быть, когда вы будете заниматься какими-то документами, да, оформлением, либо, может быть, это будет какая-то деятельность связанная, может быть, на работе, кто работает в государственных учреждениях, вот там это возможно. Кроме того, можно встретить человека, который такой трудоголик, для которого карьера, деньги на первом месте.
Также карта говорит о том, что если у вас неправильное представление о партнере, о себе в отношениях, об отношениях, то есть вот неправильный у вас образ семьи и отношений, то вот на этой неделе могут события такие произойти, которые ваш вот этот как бы неправильный образ разрушат, да, скорее всего, это будет что-то неприятное. Обычно такие события, они неприятные. Допустим, там человек как-то поведет себя совершенно не так, как вы ожидали, либо событие какое-то произойдет, которое для вас было бы нежелательным. То есть вот как-то разрушается образ партнера, образ семьи. Но это к лучшему, потому что именно вот то, что у вас было, оно вам мешало как раз найти нужного человека подходящего. Для тех, кто в паре, выпадает дополнительно 8 пиковая. Карта говорит о том, что будет, скорее всего, у вас не просто отношения один на один, а у вас будет много людей, друзей, скорее всего, общения будет много, может быть, в гости кто-то к вам будет приходить, ну и вообще, а может быть, вам просто не будет хватать времени друг на друга, да, может быть, вы будете очень заняты делами, работой, коллективом, там, зарабатыванием денег и так далее. Но в любом случае, смотрите, если, допустим, у вас какая-то проблема в отношениях, то нужно искать третьего человека, который может помочь вам это решить. Ну, допустим, там психолог, консультант, какой-то мудрый совет от близкого человека, там, от родителей, бабушек, дедушек и так далее. Для тех, кто в ссоре, 7 трефовая говорит о том, что может быть как бы мелкие какие-то как проблемы, они не дают вам возможность помириться. Может быть, вот каждый из вас хочет для себя как-то больше пользы извлечь из отношений, да, и вот поэтому получается, что не можете договориться. То есть карта говорит о том, что нужно мелочи вот эти отбросить, и как бы ориентироваться на то, что вас связывает вот в общем, по-крупному. Какой смысл вообще у ваших отношений? Есть в них любовь или нет? Вот, то есть вот эти определяющие моменты должны быть. Если это есть, то нужно мириться и вот эти мелочи отбрасывать. О них нужно поговорить, но не придавать этому слишком большое значение. Кроме того, здесь может быть либо известие там, о беременности, да, либо как-то тема детей может вмешиваться вот, в отношении тех, кто в ссоре, и это тоже может как-то определить ход вашего примирения. Для работы выпадает карта башня у овнов на этой неделе. Карта говорит о том, что могут решаться какие-то очень важные дела, связанные с карьерой, финансами, могут решаться вопросы с передвижением по карьерной лестнице, по продвижению по карьерной лестнице. Также карта связана с переездами, допустим, там в другой офис, да, или, может быть, командировки и так далее. Может быть, командировки, когда вы совершенно этого не хотите, не желаете, тоже такое может быть. Могут быть какие-то указания сверху, когда рушатся ваши планы, да, или, может быть, допустим, у вас какой-то проект, в который вы много вложили, у вас, допустим, забрали, кому-то отдали, либо не дают закончить, либо торопят очень сильно, да. В общем, здесь карта связана с тем, что мы во что-то вкладывались очень много, и вдруг какая-то случайность, которая нас выбивает из колеи. Также карта говорит о том, что если мы противопоставляем себя коллективу, либо руководству, у нас могут быть проблемы. То есть вот здесь карта, она связана с Марсом, да, то есть нужно, во-первых, держать себя в руках. Даже если вы с чем-то не согласны, вот с руководством не согласны, не нужно это высказывать вслух, чтобы не было проблем, не было увольнения, или там, чтобы у вас не забрали проект, или еще что-то такое, да, вот неприятное не произошло. Кроме того, если вы ведете себя агрессивно в коллективе, либо вы не можете договариваться, да, вот с людьми, то тоже могут быть здесь проблемы. Даже если вы правы, карта говорит, на этой неделе лучше все-таки пустить вот эту энергию в дело, да, то есть постарайтесь конфликта избежать, не выговаривать то, что вы хотели бы сказать. Для тех, у кого, кто в поиске работы, наоборот, хорошая возможность для того, чтобы наконец-то найти работу, потому что вот эта ваша неопределенность разрушается, да, и у вас появляется возможность, может быть, не сразу, может быть, в течение вот где-то 2 недель, месяца найти работу. Но, по крайней мере, вы сейчас, вот то, что вы сейчас сделаете, заложите, да, то будет
ну, как бы на вас работать. То есть нужно постоянно что-то делать, вкладываться. Но вот для тех, кто работает на дому, для тех, кто работает удаленно, для тех, у кого работа связана с психологией, эзотерикой, астрологией, вот замечательная возможность для того, чтобы работу найти прямо на этой неделе. Для тех, у кого уже есть работа, выпадает карта девятка, червовая в дополнение. И карта говорит о том, что будут какие-то очень большие неожиданности и новости, которые вас просто шокируют. Может быть, действительно придется либо менять работу, либо переезжать куда-то, либо, может быть, даже это приятная новость о перемене вашей карьерной, перемене в вашей карьере, может быть, это даже повышение, да, но вы все равно этому очень сильно удивитесь. Кроме того, эта карта говорит о том, что нужно быть очень внимательными с информацией, которая приходит, потому что она очень важна, и любые ошибки, они могут быть критическими. Для тех, у кого свое дело. Здесь у нас выпадает король червовый. Карта связана, во-первых, с интеллектом, да, то есть все, что касается интеллектуальных дел, интеллектуальной собственности, там, где надо подумать, применить разум, да, вот все на этой неделе важно. Если вы еще занимаетесь интеллектуальной деятельностью, то это вообще очень удачная неделя. Если же у вас деятельность больше там услуги какие-то или вот материального характера, то тогда вот карта призывает задуматься о том, правильно ли вы ведете дела. Может быть, вам нужно заняться как бы построением там тактики, стратегии, цели определить правильно и так далее. Ну и также эта карта может говорить о том, что либо кто-то вас может обманывать в этот момент, либо вы сами не четко видите ситуацию, то есть нужно все сделать явным, то есть проверить все цифры. В общем, у вас должна быть ясная картина вашей деятельности. Кстати, могут быть задержки некоторых финансов по этой карте тоже. Для финансов здесь выпадает у нас очень хорошая карта, да, мы получаем скорее всего, хорошую прибыль, да, но и тратим, наверное, это сразу на какие-то праздники, на веселье, либо на своих близких людей, на семью, на детей и так далее. Также карта говорит о том, что если вы занимаетесь какой-то творческой деятельностью, любимым делом, то очень хороший доход может быть по этой вот карте. Для тех, кто работает по семерке червовой, здесь рост у вас финансов на этой неделе может быть какая-то добавка, прибавка, может быть просто увеличение вашей заработной платы, может быть. Но в любом случае вы все тут на семью тратите. Кстати, неплохо было бы еще тратить финансы на обучение. Это для вас очень было бы выгодно вот на этой неделе. Для тех, у кого свое дело по десятке пиковой дополнительной, какие-то очень важные открываются для вас возможности. То есть вы можете на этой неделе либо заключить какое-то соглашение, либо просто у вас появится такое количество работы, что вы выйдете на новый уровень совершенно в финансах. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, у вас здесь качественно новое что-то появляется, и поэтому вы либо по результатам этой недели вы можете как-то очень хорошо и сильно увеличить ваш финансовый поток. Может быть, даже здесь есть возможность заключать договоры за границей, да, экспорт, импорт и так далее. То есть вот здесь вот совершенно новый уровень доходов, очень хорошие возможности в коммерции. И дополнительно вот здесь вот у нас валет бубновый выпал, просто я его не доставала, он сам у нас тут попросился, да, то есть карта говорит о том, что могут быть, во-первых, очень хорошие прибыли вот от того, что вы делали раньше, вы можете на этой неделе получить деньги. А также карта говорит о том, что вы можете прекратить какие-то одни дела, да, и начать другие, которые вот вам совершенно новые финансы приносят. Совет для овнов на эту неделю, пятерка мечей. Карта говорит о том, что нужно сконцентрироваться на обучении.
Нужно обязательно добавлять знания и по профессии. Нужно учиться общаться с близкими людьми. И, возможно, у овнов здесь такой перекос, что вы стараетесь угодить именно своему партнеру, стараетесь, чтобы ему было хорошо, а сами страдаете в отношениях, то есть ущемляете как-то свои способности, возможности, права, может быть, там не учитесь тому, что хотите, да, вот как-то не развиваете себя. Вот здесь совет такой: нужно обязательно заняться собой, нужно заняться своим образованием. В общем, как-то вот себя индивидуально выражать, особенно в деятельности, да, потому что у нас здесь мечи, это связь с интеллектом. То есть, если вы на этой неделе, у вас появится желание в чем-то развиваться, какие-то свои таланты развить, способности, вот эта карта говорит о том, что самое время. Вы можете действительно очень сильно вырасти в этом направлении, если вот на этой неделе начнете обучение, либо решите это. Кроме того, карта говорит о том, что вам не хватает уверенности в себе, силы, может быть, здоровьем нужно заняться, потому что, может быть, вы себя уже до кризиса довели. Также карта говорит о том, что нужно какие-то привычки прекратить вредные. Видите, у нас человек на меч наступил, да, на один. То есть для этого нужно использовать помощь друзей, близких людей. Вот у нас здесь собачка, да. И не забываем, что здоровье, оно важнее всего. То есть если вы хотите себя проявлять как-то в профессиональной сфере и так далее, да, то есть нужно заняться здоровьем, чтобы у вас его хватало на все, да. И также карта внутреннего стержня, когда мы должны уметь постоять за себя, когда мы должны брать ответственность за свою жизнь на себя, даже несмотря на то, что мы можем там с партнером, допустим, да, жить, быть. Вот пятерка – это карта развития всегда, то есть нужно задуматься о каких-то важных вещах в нашей жизни. Ну и также, если вы хотите роста в любой сфере, нужно обязательно вкладываться. Друзья, желаю прекрасной недели, чтобы все только самое лучшее у вас сбывалось. Всего доброго, до новых встреч.